الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Прежде чем приступить к новому уроку, хотел бы вкратце подвести итог предыдущего урока, прошедшего урока. На прошлом уроке мы с вами говорили о некоторых видах поклонения, которые упомянул автор и которые должны быть посвящены только одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. И еще раз с вами говорим, автор всего лишь привел примеры некоторых из них. Целью его не было собрать все виды поклонения, а просто упомянул самые известные, самые объемные, самые важные. Но существуют другие виды поклонения, которые не упомянул автор. Он говорил о том, что они должны быть посвящены только одному Аллаху Субханаху ва Та'аля, и это истина. Говорили с вами на прошлом уроке о дуа, как о виде поклонения, и что люди должны взывать только к одному Аллаху, то есть просить у Него, взывать к Нему. Называется дуа. Если ты просишь у Него о помощи в каком-то своем деле, это будет называться исти'ана, и спрашивание помощи у Всевышнего. А если будешь просить у Него, чтобы Он уберег, защитил тебя от беды, которая может постигнуть тебя или надвигается на тебя, то это называется исти'ада, и спрашивание защиты у Него и убежища. А если пожелал Всевышний Аллах, чтобы эта беда постигла тебя, и ты прибегаешь к Аллаху и просишь у Него, чтобы Он спас сейчас тебя от этой беды, чтобы спас, оказал тебе свою поддержку и помощь, то это называется, мы с вами говорили, истигафа, и спрашивание спасения у Всевышнего Аллаха Табарака ва Та'аля, то есть во время беды, бедственного положения. С вами говорили также о том, что люди должны бояться Всевышнего Аллаха, обожествляя Его, зная, что только Он один сможет принести вред или пользу, отнять или даровать, и что этот страх бывает совершенным тем, когда человек боится осознанно, зная о силе того, кого он боится. Мы с вами говорили, это называется хашья. И этот страх, он может длиться очень долго, не расставаться никогда с человеком, побуждающим его предостерегаться от опасности, которой он боится, заботиться о своей жизни, о своей судьбе, каким он встретит Аллаха, и чтобы не попасть в огонь, делает все причины, чтобы избежать его гнева. Это совершенный страх, непростой страх. Называется, мы с вами говорили, как рахба. С вами также говорили о таком виде поклонения, как таваккуль, упование, что ты должен на него уповать и на него полагаться во всем. Также говорили с вами о жертвоприношении, говорили с вами об обете, который дает человек Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля, говорили с вами о смирении. На прошлом уроке подробно об этом говорили. С вами также рассказали о том, как может проявиться многобожие в этих поклонениях, и как некоторые люди посвящают их не Аллаху Субханаху ва Та'аля. И надо знать, дорогие мои братья, что те виды поклонения, которые перечислил автор, они переплетаются между собой. То есть, если кто-то поклоняется Аллаху Субханаху ва Та'аля страхом, это не говорит о том, что он поклоняется только этим видам поклонения, другие с ним не присутствуют. Нет. Иногда они переплетаются, то есть объединяются, и человек может в одном поклонении, в нем проявляться несколько видов поклонения. Как, допустим, человек, который с раскаянием возвращается к Аллаху. Мы с вами говорили, как называется на арабском? Инаба. С раскаянием возвращается к Аллаху Субханаху ва Та'аля, и его сердце сильно тянется к Творцу постоянно, испытывая раскаяние о том, что он грешил, и стремясь к его довольству, делая то, что он приказал. Постоянное возвращение к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Скажите мне, разве такой человек, в его сердце не присутствует надежда? Присутствует надежда на наилучшее и на самое хорошее от Аллаха Субханаху ва Та'аля. Разве в сердце такого человека не присутствует страх? Присутствует страх. То есть, что хочу отметить, что все эти виды поклонения, они переплетаются между собой, то есть, возможно, могут объединяться в одном виде поклонения. Еще кто-то может сказать, почему автор здесь не упомянул любовь. Любовь – это тоже вид поклонения. Любовь является основой всех твоих дел сердца. Почему? Потому что любовь подобна двигателю, она движет твоим сердцем. Потому что ты ничего не начинаешь делать, иначе после того, как захочешь это. И твое сердце будет испытывать склонность к этому. И еще хочу вам сказать, то, что все эти виды поклонения, которые упомянул автор, возвращаются в своей основе
трем проявлениям, к трем поклонениям. Это любовь, страх и надежда. Эти три, любовь, страх и надежда, являются основными делами раба, к которому возвращаются все остальные его дела. Все дела человека возвращаются к любви, страху и надежде. Когда человек надеется, это означает то, что он любит. Когда боится, это тоже означает, что любит. Потому что он боится, этот страх подталкивает его на дела, и он тем самым показывает, что любит получить то, чего боится. А когда надеется на милость и получить что-то хочет, что желает, это тоже указано на то, что он любит это и стремится к этому. Значит, страх и надежда, ими движет любовь. Ими движет любовь. И любовь – это самый сильный вид поклонения. И самое основное, еще раз подчеркиваю. Поэтому в судный день, когда люди воскреснут и попадут в рай, страх у них исчезнет. А надежда, хоть и полностью не исчезнет, но изменится. А любовь останется с ними навсегда. Они с каждым днем будут любить Аллаха Субханаху ва Тааля и ощущать самую совершенную, самую полную любовь. Почему? Потому что они находятся в раю. Страх их покинет. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля будет доволен ими и скажет им: «Я сегодня доволен вами и никогда больше на вас не разгневаюсь», как пришло в хадисе, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, они уже не будут бояться того, что Всевышний, возможно, разгневается на них. И надежда тоже уже не такая будет, как в этом мире. Почему? Потому что надежда обитателя рая будет сопровождаться уверенностью, что они будут обязательно получать то, что хотят. Отсюда становится ясно, что любовь самая сильная, и самое важное, и самое основное. И она поистине движет человеком. Сегодняшний урок у нас о чем, братья? Сегодняшний урок – это последний урок по первой основе. Этим уроком мы завершим изучение первой основы. О чем будет наш урок сегодняшний? Наш урок будет объяснением причины, почему рабы Аллаха страшатся Его, надеются на Него, уповают с сильным стремлением и желанием, устремляются к Нему, проявляют трепет и смирение перед Ним, почему боятся Его, почему раскаиваются перед Ним, почему взывают к Нему, молят о помощи, защите и спасении, почему приносят Ему жертвоприношение, почему делают Ему обет. Почему это все? Сегодня я хочу с вами поговорить о связи этих видов поклонений с познанием рабом своего Господа. Какая связь между этими видами поклонения с тем, что раб познал своего Господа или узнал о нем, того Господа, о ком будет спрошен в своей могиле. Вкратце говоря, хочу с вами поговорить о том, почему раб посвящает эти великие виды поклонения одному Ему, Субханаху ва Тааля, и больше никому другому, и не является из числа многобожников. Ответ на этот вопрос – потому что они познали своего Господа, читая Его священную книгу Коран, читая хадисы и изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они узнали Его как самого совершенного Господа миров, который единственно заслужит поклонения, поэтому обратили к Нему все эти виды поклонения. И знания о Творце в таком виде, в каком Он описал себя, вызвали в них эти чувства. Описания Аллаха, Его качества отразились на их сердцах. Вот таким вот образом. Почему? Потому что качества Аллаха Субханаху ва Тааля должны отражаться на Его творениях. Как мы с вами говорили на прошлых уроках, что Всевышний в Коране сообщил, что обладает наипрекраснейшими именами и приказал своим рабам, чтобы искали приближение к Нему, искали путь к Нему через эти имена. Разве не читали мы с вами этот аят? Сифаты Аллаха и Его качества отразились на их сердцах. Они проявляются на Его творениях. Вот таким вот образом. Они заставляют поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля со страхом, надеждой, испытывать любовь к Нему, взывать к Нему, молить Его о помощи, о защите, с раскаянием обращаться, приносить Ему в жертву, давать Ему только одному обеты и так далее. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, рабы Его страшатся и боятся. Разве об этом не говорил автор с доказательством? Почему рабы страшатся и боятся Его? Вот таким вот образом, страхом обожествления. Потому что они знают, Субханаху ва Тааля, что Он великий, могучий, вознесся на трон, всегда вместе с ними, не покидает их, присутствует с ними своим знанием, своим слухом, своим зрением, что Он Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля может разгневаться, и что если схватит Его, хватка сурова, и тому подобные качества вызвали в них страх. Почему любят Его и почему надеются на Него?
Потому что знает, что Он милосердный, милостивый, сострадательный к своим рабам, прощающий, скрывающий грехи, покрывающий, что Он прекрасный, все Его деяния прекрасны, не бывает Его дела некрасивы, что Он, субханаху ва тааля, обладает качеством довольства, что Он близок к своим рабам, что Он жалеет их и тому подобные качества. Заставили их любить Его, субханаху ва тааля, и заставили их надеяться на Его милость. Допустим, полюбили Его, субханаху ва тааля, зная потому, что Он Рахман, милосердный и милостивый, что Ему принадлежат все качества совершенства и величия. Полюбили Его, потому что Он милосердный, и Его милость охватила и объяла всякую вещь. Всевышний Аллах в Коране говорит, что некоторые Его ангелы сказали: «Раббана васи'та кулля шей'ин рахматан ва ильма». Это слова в Коране переданы от кого? От ангелов. Они сказали: «О Господь наш, воистину Ты объял всякую вещь своим милосердием и своим знанием». Они знают Аллаха вот таким вот образом, что Его милосердие объяло всякую вещь. И обратите внимание на этот аят, что они вместе с милосердием упомянули качество знания, безграничного. Такое знание, от которого ничто не скроется. Нет такой вещи, которую не знает Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Он знает все до подробностей. Такие понятия, как скрытое, явное, у Него не существует, субханаху ва тааля. Для Него ничто не скрыто. До всех мелочей и деталей обладает знанием обо всем, субханаху ва тааля. Обратите внимание, как в этом аяте связано знание Аллаха с Его милосердием. Поймешь, как сказали некоторые ученые, Его милосердие охватило вещи, которые известны Аллаху, субханаху ва тааля. Все, что охватило Его знание, охватило Его милосердие. Поистине оно безгранично. И Он, субханаху ва тааля, ты заметишь это Его качество повсюду в шариате. Он, табарака ва тааля, когда создал этот мир и вообще создал все творения, вознесся на трон. Каким именем вознесся на трон? Именем Ар-Рахман, милосердный. Ар-Рахману аля арши става, милосердный вознесся на трон. Выбрал это имя, когда не спасал этот аят, чтобы указать рабам, что Он будет править после сотворения небес и земли, и это Его правление будет окружено Его милосердием. И потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сообщил, что после того, как Он сотворил небеса и землю, написал вот такую вот надпись, что мое милосердие одолевает гнев мой. И эта надпись у Него на троне находится. Воистину нет предела милосердию Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому посмотрите на шариат. Аллах, субханаху ва тааля, запретил некоторые вещи. Почему в шариате запрещены нам некоторые вещи? Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, хочет лишить нас чего-то хорошего? Нет, были запрещены из-за милосердного отношения к нам же самим. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, допустим, запретил нам мертвечину, запретил употреблять кровь, запретил нам свинину. Почему? Потому что Он милосерден к нам, так как в этих вещах есть вред для людей. Но, допустим, человек, у него нет ничего, кроме мертвечины, и он сейчас помирает с голоду. Разве не разрешил ему Аллах кушать мертвечину в этой ситуации? В этом положении разрешил? Разрешил. «Фаманил турра гайра багин, валя адин фаля ифма алейх». И тот, который будет вынужден употребить в пищу это, то есть то, что запретил Аллах, свинина, мертвечина, то пусть знает, что «инна Аллаха гафурур рахим». Воистину Аллах прощающий, милосердный. Чтобы не погиб, Аллах дозволил ему употреблять эту мертвечину. Тоже потому, что Он милосерден к нему. Ты милость Аллаха увидишь повсюду. Когда человек познает Аллаха таким образом, как милосердного, это в сердце у него вызывает что? Вызывает у него любовь, вызывает у него надежду. Начинает прибегать к Нему за помощью. Начинает взывать к Нему. Почему? Потому что он знает, что Он, субханаху ва тааля, милосердный. Начинает хорошо думать об Аллахе, иметь хорошие представления о Нем и сильно-сильно желать получения того, что у него есть из щедрот и благ незримых, которые никогда еще никто не ощущал. «Фаман таба мим ба'ди зульмихи ва аслях, фа инна Аллаха ятубу алейх», говорит Всевышний Аллах. Тот, который покается после того, как был несправедлив, и исправит содеянное, изменится, воистину Аллах обратится к такому человеку и примет его покаяние. Почему? Смотрите, в конце говорит: «Инна Аллаха гафурур рахим». Воистину Аллах прощающий, милосердный. Разве это не открывает двери раскаяния перед Аллахом, субханаху ва тааля? Разве это не подталкивает человека обратиться к Нему, измениться и искать то, что Он уготовил для своих рабов? Конечно. Все эти чувства рождаются в человеке после того, как он узнает об Аллахе как о милосердном. Точно так же, как это требует от него делать причины, которые приведут его к этому милосердию.
Почему они делают жертвоприношение ему? Почему они тратят деньги на жертву, чтобы принести ее Аллаху? Почему они совершают эти виды поклонения? Потому что они знают, что милосердие Аллаха, ее никто не удостоится иначе, как человека, который делает причины, чтобы получить это милосердие, и кроме как человека, который действительно на деле покажет, что он хочет быть помилован Аллахом. Действительно на деле покажет, что он хочет быть помилован Аллахом. Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: «Инна рахмат Аллахи карибун миналь мухсинин». Воистину, милость Аллаха близка к кому? К делающим добро. Милость Аллаха близка к тому, кто делает добро. Тот, который делает добро, они по-настоящему надеются на милость и милосердие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды после одного сражения увидели женщину, бегала и искала ребенка своего, маленького, грудного. Потом, когда увидела лежащего ребенка, и то не своего, подбежала к нему, у нее жалость возникла, материнская, к ребенку, хоть и не свой. Подняла его и принялась кормить его своей грудью. Это качество милосердия в ней создал Аллах, потому что Аллах сам милосердный и повелел рабам быть таким тоже. И сотворил в них это чувство тоже. Когда эту картину увидели сподвижники, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: как вы думаете, сможет ли она сейчас взять этого ребенка, оторвать его от своей груди и бросить в огонь? Они сказали: нет, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это невозможно представить. Тогда посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: Аллах намного более жалеет своих рабов, чем это ребенка своего. А Аллах намного более милосерден, чем это к своему ребенку. Аллах намного больше жалеет своих рабов, чем это своего ребенка. Поэтому Хаммад ибн Салама, это один из больших имамов, один из праведных предшественников, которые жили раньше, говорил: знающий человек воспитался у людей, которые жили давным-давно, воспитались у сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, ихних учеников, знали все это прекрасно, понимали все прекрасно то, о чем мы сейчас с вами говорим. Что сказал Хаммад ибн Салама? Говорил: если бы мне предоставили выбор, кто сейчас меня отчитает, мой отец или Аллах, я бы выбрал Аллаха. Почему? Потому что, говорит, Аллах более милосерден ко мне, чем мои родители. Знал этот хадис и знал то, о чем мы сейчас с вами говорим. Если бы сейчас мне предоставили выбор, кто ты хочешь, чтобы тебя отчитал сейчас за твои дела? Аллах или отец твой? Он говорит: Аллах. Он намного жалеет своих рабов, больше, чем даже мой отец меня. Рабы надеются и любят Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что знают, что Он аль-Халим, сдержанный и выдержанный. То есть не спешит наказывать своих рабов. Не спешит наказывать своих рабов. Аллах Субханаху ва Тааля никогда сразу не наказывает своего раба, хоть он и согрешил, хоть сделал великие грехи. Несмотря на то, что небеса и земля даже готовы упасть из-за того, что рабы ослушаются Аллаха, питая ненависть к ним, Аллах держит небеса и землю, чтобы они не упали. Потому что Он, как сказал в Коране, «Иннаху кана халиман гафура». Воистину Он сдержанный и прощающий. Зная об этом, разве рабы не станут надеяться на Него и любить Его, субханаху ва тааля? Надеяться на те милости, которые есть у Него, потому что знают, что Он, допустим, аль-кариб, то есть близкий, близок к своим рабам. Не думай, что Аллах далеко от тебя, Он близок к тебе. И знает, что Он аль-муджиб, отзывчивый, отзывается на просьбу Его творений. Как Аллах в Коране сказал: «Ва-ида са'аляка ибади анни фа-инни кариб». Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок. «Уджибу да'вата да'и иза да'ан». Отвечая на зов зовущего, когда он взывает ко мне. «Фальястаджибу ли валь ю'мину би ла'аллахум яршудун». Пусть они отвечают мне и уверуют в меня, то есть будут уверены, что я отвечу им на ихнюю просьбу. Вот тогда они пойдут прямым путем. И если раб знает, что он близок к нему, и если раб знает, что Аллах отзывчивый, разве после этого он станет взывать кому-то другому помимо Аллаха Субханаху ва Тааля? Разве после этого он будет и спрашивать свои нужды у кого-то помимо него? Не будет. Поэтому горе тем, которые идут на могилы и надеются получить ответ на свои просьбы у тех, которые лежат там. Валлахи, и еще раз валлахи, клянемся Аллахом, что верующий в Аллаха вот таким вот образом никогда не сделает этого. Никогда не пойдет на могилу.
и никогда не станет взывать тем, которые лежат там, который знает Аллаха вот таким вот образом. Почему люди приближаются к Нему с различными видами поклонения, которые упомянул автор и которые не упомянуты здесь? Потому что они знают, что Он близок к своим рабам. И если раб будет приближаться к Нему, Аллах будет становиться к Нему близок. Субханаху ва та'аля. Приближается к Аллаху раскаянием, упованием, страхом и надеждой, а также органами своими тела, совершает намаз, держит пост или своим имуществом выплачивает садаку, тратит деньги на хадж, делает все, что ему предписал Аллах в обязательной форме и делает сверх этого дополнительно. И знает, что если он будет поступать таким образом, Аллах полюбит его. Верующие знают, что Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля ас-Самир, аль-Алим, всеслышащий, знающий, аль-Басир, всевидящий, все видит, все слышит и обо всем знает Субханаху ва Та'аля. Кто бы что ни говорил, о чем бы ни взывал и не просил, если бы все творения собрались бы на одной возвышенности, все без исключения, все люди и все джинны, все до единого, от первого из них до последнего, если бы все собрались на одной вершине, и каждый на своем языке попросил все то, что захочет и о чем думает у Всевышнего Аллаха, и все они будут это делать в один миг, Аллах Субханаху ва Та'аля всех услышит и узнает, кто что просит. И в зависимости от разнообразия того, что они просят, вне зависимости от языка, на котором они говорят, и вне зависимости от того, как он говорит. Он совершенный, Субханаху ва Та'аля, несмотря на то, что он находится на своем троне, на высоте возвышен, не смешан со своими творениями. Если будет Аллаха знать вот таким вот образом, разве будет ходить на могилу и просить что-то у кого-то? Не будет этого делать. Зная Аллаха таким образом, что родится в его сердце? Родится чувство нужды и зависимости и униженности перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Та'аля, и ничто не будет считать великим, когда будет что-то просить у него. Не будет считать что-то большим. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Та'аля, Он Аль-Кадир, всемогущий, на все способен. Закария, один из пророков Аллаха, Аллах про него рассказал удивительную историю. В суре Али-Имран. Сказал: «Хуналика да'a Закария Рабба». Закария возвал к своему Господу. Что сказал? «Каля Рабби хабли мин ладунка зурриятан тайиба». Он сказал: «О Господь мой, даруй мне от Тебя благое потомство». Попросил у него благое потомство. «Иннака сами'уд дуа». Воистину ты слышишь, когда обращаются к тебе с мольбами. Просит у Аллаха что Закария сейчас? Благое потомство. В то время как и возможность осуществления того, что он хочет, была малой. Почему? Потому что он был уже старым, был уже слабым физически. И плюс к этому жена у него была бесплодной. Представьте себя в этом положении. Если ты будешь таким, ты будешь надеяться на ребенка или не будешь надеяться? Мало будет надежды. Но несмотря на это, он воззвал к Аллаху с такой просьбой. Почему? Потому что он знал, что Аллах слышащий, знающий, что Аллах слышит его просьбу и обязательно отвечает, когда просят его, Субханаху ва Та'аля. Закария не стал считать это великим и не стал считать это невозможным по отношению к Аллаху, потому что он знал Аллаха, так как мы должны его знать вот таким вот слышащим, видящим, знающим, всемогущим. Потом ангелы спустились и обрадовали его тем, что Аллах дарует ему ребенка, его будет звать Яхья. Разве возле этой истории не должен приостановиться и призадуматься каждый, кого постигло горе, каждый, кто хочет получить что-то, что, возможно, он считает невозможным? Разве в этой истории не является поучительным уроком для тех, которые сильно болеют, испытывают сильную нужду? Конечно. Поэтому пусть настойчиво просит у Аллаха Субханаху ва Та'аля. Почему? Потому что Аллах любит, когда взывает к Нему, и обещал ему помочь и ответить и вознаградить его за это дело. И многие люди мало верят в этот сифат Аллаха, в это качество Аллаха. Увидишь некоторых мусульман, чья вера слаба, прибегают за помощью не к Аллаху. Если с ним случается какое-то горе, бежит сразу же на кладбище или на могилу, чтобы попросить это у мертвых. Если постигло его горе, как мы здесь говорили, обращается за спасением не к Аллаху. Во всех своих делах ищет поддержку не у Аллаха. Это ширк акбар, большой ширк. Выводит человека из ислама. Ты должен, о раб Аллаха, быть привязан только к Нему одному, Субханаху ва Та'аля. Не оценили они Аллаха должным образом, говорит Всевышний Аллах о многобожниках. «Вама кадаруллаха хакка кадрихи». Не оценили они Аллаха должным образом. Кто? Многобожники. К сожалению, многие мусульмане сегодня тоже недооценивают Аллаха и не знают Его таким образом, как обязан знать каждый мусульманин.
Разве Аллах не описал себя в Коране и в Сунне? Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля Аль-Азим, великий. Он настолько велик, что мы даже не сможем с вами этого представить. Разве воздаяние тем, которые не веровали в Аллаха, а именно огонь, адское пламя, не является явным доказательством того, что они ослушались великого Субханаху ва Та'аля? Кто-то может сказать, за что это человеку теперь всю жизнь, у которой нет конца, будет гореть и мучиться в аду? Мы скажем, не забывайте о том, что он, Субханаху ва Та'аля, великий, Аль-Азим. Его величие настолько огромно, что нельзя его вот так вот ослушаться. А если кто сделает так, то воздаянием за то, что он ослушался великого, будет великое наказание. Поэтому тут удивляться нечему. Вкратце говоря, дорогие мои братья, верующие, когда посвящают эти виды поклонения, которые упомянул автор, или же другие, они знают, что Аллах Субханаху ва Та'аля Аль-Хай Аль-Кайюм, живой вседержитель, потому что они поклоняются живому. И все качества, которые имеют к отношению жизни Аллаха, такие как зрение, слух, знание и так далее, возвращаются к его имени живой. А все качества, которые относятся к делам Аллаха, такие как создание, спосылание пропитания удела, оказание милости и так далее, возвращаются к его имени Аль-Кайюм, Вседержитель, потому что Он держит и содержит тех, которые живут на этой земле. Все живут, потому что Он поддерживает их жизнь, обеспечивает их жизнь, как духовную, так и физическую. Рабы знают об этом. Точно так же знают, что Он, Субханаху ва Та'аля, Аль-Малик, Аль-Малик, единственный властелин, который управляет в этом мире без сопротивления с чьей-либо стороны. Никто не может сопротивляться его управлением, его распоряжением. И никто не может соревноваться или попытаться даже отнять у него эту власть. Почему тогда многобожники обращают эти виды поклонения кому-то другому вместо Аллаха? Это неправильно. Кто владеет всем вокруг? Разве не Аллах? Тогда поклоняются только Ему одному. Аллах порицает таких людей в Коране. Сказал, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Они взяли помимо Аллаха других божеств и стали им поклоняться, в то время как они не создают ничего, а сами являются сотворенными. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. И не распоряжаются, и не способны принести для себя даже, не способны принести себе ни вреда, ни пользы, и ничем они не распоряжаются. Ни смертью, ни жизнью, и ни воскрешением. Вообще абсолютно никак. Никакого отношения к управлению в этом мире они не имеют. Тогда почему ты поклоняешься им? Ты хочешь удела пропитания? Ты хочешь богатства? Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах Ар-Раза, Ар-Разик, который не спасает пропитание, который не спасает ризк, удел? И пропитание Аллаха, которое не спасает своим рабам, делится на два вида. Общее и частное. Общее – это для всех творений. Аллах содержит всех без исключения, вне зависимости от того, человек грешный или праведный, верующий или неверующий, благодарный или неблагодарный, скромный или высокомерный, вне зависимости от этого. Аллах всех содержит и всем не спасает пропитание. Потому что Он, Субханаху ва Та'аля, единственный, кто обладает таким качеством в абсолютной форме. Ар-Раззак. Но особых рабов Он содержит по-особому. Во-первых, дарует им иман, веру, и дарует им пропитание ихним душам и ихним сердцам, без чего они будут считаться мертвыми. А это вера в Аллаха, познание Его. Познание его религии и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А то, что вы видите, Аллах дает пропитание всем подряд, не обращайте это внимания, потому что это не является доказательством того, что Аллах любит кого-то или не любит. Не является критерием, по которому ты узнаешь, кого-то Аллах любит или кого-то не любит. Этот мир испытания, братья. Почему посвящают эти виды поклонения одному Аллаху? Потому что знают, что Он аль-ахадуль вахид, единственный в своем господстве, единственный в своей божественности и единственный в своем совершенстве качеств, которыми Он обладает, Субханаху ва Та'аля. Поэтому не заслужит поклонения никто, кроме Него. Он ас-самад, то есть Господин, самый великий, кто есть, который совершенен в своей мудрости, в своем терпении, в своем могуществе. Все творения прибегают к Нему и зависят от Него. Почему люди, когда испытывают беспокойство, ищут утешение у Творца? Почему люди, когда испытывают беспокойство, ищут утешение у Творца? Потому что они знают, что Он ас-самад, знает, что Он единственный Господин, который сможет ответить на их просьбу и облегчить их бедственное положение, так как обладает неограниченной властью и совершенным знанием и милосердием. Точно так же, как знает, что Он, Субханаху ва Та'аля, плюс к этому Аль-Ваххаб,
вседарующий, который одаряет своих рабов бесконечными благами, которые хранятся в его сокровищницах, ключ которым только у него в руках, и все владения небес и земли только в его распоряжении. Почему люди прибегают к нему за помощью, чтобы он помог им во всех делах, и говорят: «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Тебе мы одному поклоняемся и у тебя просим одного помощи. «Ихдина ссират аль-мустаким». Веди нас по прямому пути, потому что знает, что он аль-хади, который ведет по прямому пути. Ведет по прямому пути, когда разъясняет людям, что нужно делать и чего нужно опасаться, что вредно, что приносит пользу, что хорошо, что плохо. Он разъясняет людям прямой путь, предостерегает от кривизны, от плохих дорог. И он тот, который поможет людям встать, укрепиться на этом пути, субханаху ва тааля, и сделает так, чтобы они нашли свой путь в рай. И поведет их по этому пути, и каждый найдет свое место в этом доме блаженства, уготованное его рабам. Автор не зря упомянул эти виды поклонения, потому что они, когда поклоняются Аллаху вот таким вот образом, знают его вот таким вот, субханаху ва тааля. Почему они приносят ему жертвоприношения? Даже вот здесь вот обет, автор привел аят, они не исполняют свои обеты и боятся дня, зло которого разлетается. Когда исполняет свой обет, он боится наказания Аллаха, субханаху ва тааля, который может наказать его за то, что он не выполнит этот обет. Страшится его. Потому что Аллах ни в одном месте своей книги предостерег от самого себя. Аллах предостерегает вас от самого себя. Сказали ученики сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, один из них Аль-Хасан Аль-Басри, из-за милосердия своего он предостерег творение от самого себя. Он предостерег тебя от этого зла из-за милосердия к тебе. Никто не жалеет так своих рабов, как Аллах их жалеет. Насколько глуп человек, когда идет в огонь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его удерживает, а он все равно идет в огонь. Аллах, субханаху ва тааля, больше заботится о тебе, чем ты сам о себе. Ты глупый, необразованный, ты невежда. Надо прислушиваться к аятам Аллаха, субханаху ва тааля. Почему здесь автор упомянул «делай жертвоприношение»? Почему делай жертвоприношение? Что заставило верующего потратить деньги, купить корову, купить верблюда, купить барана и зарезать ради Аллаха, субханаху ва тааля, с целью приблизиться к нему? Что заставило это его сделать? Во-первых, любовь. Во-вторых, надежда, что Аллах, субханаху ва тааля, вознаградит его. И в-третьих, он сильно доверяет Аллаху, субханаху ва тааля. Доверяет ему. И знает, что Аллах не оставит его бедным из-за того, что он потратил это имущество ради него. Не оставит его бедным. И то, что рано или поздно, какое бы его положение бедственным не было, Аллах, субханаху ва тааля, раскроет пути к пропитанию и возместит ему потраченное. Почему? Потому что он знает, что Всевышний Аллах Табарака ва Тааля Аль-Фаттах, что из его прекрасных имен Аль-Фаттах, раскрывающий, открывающий, то есть раскрывая закрытые двери. Поэтому, что говорят ученые? Ученые говорят: не разочаровывайся, не проявляй слабости, если что-то у тебя в жизни не получается, что-то закрыто перед тобой, начинаешь какой-то бизнес, не получается у тебя, уходишь в убыток, работаешь, мало прибыли. Эти двери перед тобой закрыты, их откроет только один Аллах, субханаху ва тааля. Ты мало просишь у него, ты мало стучишься в дверь. Как сказали сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, который настойчиво стучится в дверь, откроется ему рано или поздно. Аллах не испытывает тебя в этом мире для того, чтобы погубить тебя. Аллах не лишает тебя добра в этой жизни для того, чтобы ты погиб или чтобы ходил униженным. Не для этого делает Аллах, а это делает Аллах для того, чтобы ты прибегал к Нему почаще, возобновлялось твое единобожие, возобновлялись в тебе такие чувства, как страх, любовь, надежда, чтобы твое сердце привязывалось к Нему. Покажи, какой ты единобожник, покажи, как ты любишь Аллаха, покажи, как ты любишь просить у Него настойчиво днем, ночью, утром, вечером, в пятикратном намазе, на рукуи, на суджуде, когда идешь в земной поклон. Для этого Аллах делает все это. Если ты чувствуешь в себе недостаток знания, знай, что Аллах Аль-Фаттах раскрывает и распахивает врата перед своими рабами знания и выводит их из мрака невежества к свету знаний. Проси у Аллаха, чтобы Он раскрыл тебе грудь к познанию Его. Ибо Всевышний Аллах Табарака ва Тааля сказал в своей книге: «Афаман шараха Аллаху садраху лиль ислами, фахуа аля нури мир рабби». Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, и он находится на свету от своего Господа, равен неверующему человеку? «Фавайлю лил касияти кулубухум мин зикриллах, уляика фи далалим мубин». Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха, эти люди находятся в явном заблуждении. Разве равняются они? Нет, не равны они. Не равен тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, с тем, чья грудь закрыта. Поэтому проси у Аллаха, субханаху ва тааля,
чтобы Он раскрыл тебе твою грудь для ислама, чтобы Он раскрыл тебе твою грудь для познания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы ты начал приобретать знания и познавать Его Субханаху ва Тааля. Почему все эти виды поклонения они посвящают Аллаху? Потому что они знают, что Он Аль-Латиф, Аль-Бар, Аль-Джавад, Аль-Карим. Потому что они знают, что Он Субханаху ва Тааля добрый. Из Его качеств это благосклонность к творениям, что из Его качеств это щедрость. Знают это. Он Аль-Латиф, проницательный, знает все до мельчайших деталей. Внутри тебя душа что-то шепчет тебе, какие-то мысли у тебя в голове появляются. Аллах знает об этом все. Что шепчет тебе твоя душа, какие мысли тебе приходят, что ты намереваешься сделать, что не намереваешься, какие планы на будущее строишь. Об этом все знает Аллах, потому что Он проницательный. Его знание проникает повсюду и везде. Он знает то, что ты скрываешь, хранишь в глубине своей души. Он знает твои секреты. Он знает все твои тайные беседы. Он Аль-Латиф Табарака ва Тааля. И точно так же, как Он знает это все, до мельчайших деталей. Возможно, ты иногда и не чувствуешь об этом. Он добрый, проницательный, который не спосылает пропитание и не спосылает свою помощь и поддержку оттуда, откуда ты даже этого не чувствуешь и не подозреваешь. Такими путями, до которых ты даже не догадывался, о которых ты даже не догадывался. Он приносит своим рабам, так как Он проницательный и добрый, свои блага такими методами, такими путями, которыми они даже не чувствовали и не подозревали. Разве это не усиливает в человеке надежду на все хорошее? Разве не рождаются у него такие чувства? Аллахи, рождаются у него такие чувства. При том, что Он еще Аль-Карим, самый щедрый, Аль-Акрам, наищедрейший. Наищедрейший — это не тот, который просто дает, не тот, который дает обильно. Но это имя Аллаха, и это Его качество тоже указывает на то, что Он дает, Субханаху ва Тааля, и взамен ничего не просит у тебя. Точно так же, как указывает на то, что Он дает без всякой причины с твоей стороны, без всякой инициативы с твоей стороны. Также указано на то, что Он дает тем, которые нуждаются, и тем, которые не нуждаются. Также указывает это имя Аль-Карим на то, что Он, Субханаху ва Тааля, если обещает, всегда выполняет свое обещание. И то, что Он, Субханаху ва Тааля, следует к Нему возносить все просьбы, как большие, так и маленькие. И то, что Он, Табарака ва Тааля, наищедрейший в том плане, что Он никогда не оставит без внимания просьбы тех, которые просят и обращаются, и ищут приближение к Нему. Он Аль-Ауаль Уаль-Ахир. Он первый и последний. То есть самодостаточный, богатый, Аль-Гани, Аль-Хамид, достохвальный. В своей сущности, во-первых. Он первый, самый первый. До Него ничего не было, и Он самый последний, после которого ничего не будет. А также в своих качествах, Табарака ва Тааля, Он первый и последний. Ему хвала в начале и в конце. Он, Табарака ва Тааля, какими качествами обладал, Он ими обладал изначально. И они будут у Него. Он не приобретал совершенство, дорогие мои братья. Время шло, Он не приобретал совершенство. Он, Табарака ва Тааля, ничто в Его качестве не менялось в плане совершенства. Почему? Потому что Он всегда ими обладал. Он Аль-Ауаль, первый. А все остальные, у них есть начало. Поэтому человек, который создан из праха, создан из глины, живет и знает, что возвращение завтра будет к Аллаху. Завтра возвращение к Аллаху, Субханаху ва Тааля, к первому. А он создание. Поэтому ощущает милость Аллаха к нему в начале и в конце. Это имя Аллаха что от него требует? Как должно проявиться? Как должно воздействовать на его сердце? Должен замечать, что причины, которые он делает, сами по себе не влияют. И перестает связывать сердце с ними или чувствовать зависимость от них. Его раньше не было, но он появился. Разве он каким-то образом участвовал в том, чтобы появиться на свет? Нет. О нем никто не знал и его не упоминали. Но он появился. Поэтому знай, что Он, Всевышний Аллах Табарака ва Тааля, может изменить твою жизнь и сделать изначально то, чего не было, так как Он первый, Табарака ва Тааля. Изначально то, чего не было. Поэтому ты особо не огорчайся и не переживай. И еще здесь нужно отметить, что некоторые люди поклоняются Аллаху через это имя Аль-Ауаль, первое, но не поклоняются Ему Его вторым именем, которое упоминается наряду с Ним, Аль-Ахир, последний. Все признают, что Он появился на свет в результате создания Аллаха. Все знают, что Он Творец, что Он первый, а сам Он появился. Все это признают или не все? Но отказываются принимать то, что Он последний, заслуживает поклонения. Он был Господом в начале, Он является Господом в конце. Точно так же, как Он создал тебя в первый раз, Он, Табарака ва Тааля, совершенный, обладает этими качествами в конце. Это ты не упускай из виду. Поэтому все люди поклоняются Аллаху Табарака ва Тааля, только зная о том, что Он Творец. Но о том, что Он последний, то есть все милости принадлежат Ему.
и все блага наделил их только Аллах, в конечном итоге они возвращаются к Аллаху, в последнем итоге возвращаются к Аллаху, они это отрицают, когда посвящают свои некоторые виды поклонения не Аллаху Субханаху ва Та'аля. Это все, дорогие мои, неправильно. Почему раб взывает к нему, Табарака ва Та'аля, помощи, ищет у него защиту или убежище? Потому что он знает, что Всевышний Аллах Табарака ва Та'аля аль-Кавийюль Матин, сильный, крепкий, аль-Галиб, одолевающий, побеждающий, ан-Насир, помогающий. Верит в эти качества, то, что Аллах ничто не может помешать ему то, что он захочет сделать. Нет ничего, чтобы он не смог сделать. Ему все под силу. И нету такого, который смог бы победить его, Табарака ва Та'аля, или решение, которое он примет, отвергнуть или убрать в сторону. Это порождает в его сердце упование, страх и надежду. Он, Табарака ва Та'аля, аль-Хак, истина, в котором нет сомнения. Нет сомнения в том, что он существует. Нет сомнения в том, что он творит и повелевает, оживляет, умерщвляет. И нет сомнения в том, что он единственный, кто заслужит поклонения. Аль-Хак, истина. Нельзя в нем сомневаться. Поэтому приходили посланники, как Аллах в Коране говорит, к своим народам, и что говорили? Афилляхи шаккун, фатирис самавати валь ард. Как вы можете сомневаться об Аллахе, Создателе небес и земли? Как вы можете сомневаться? В нем нельзя сомневаться. Он аль-Хак. Почему уповает на него или приносит ему в жертву? Потому что знает, что он аль-Хасиб, аль-Кафи, из его качеств, эти великие прекрасные имена. А значит, тот, который будет уповать на него, для него он будет достаточен и убережет его, как Аллах сказал в своей книге: «Алейсаллаху бикафин абда». Разве Аллах недостаточен рабу? Разве тебе не хватит Аллаха? Конечно, хватит тебе Аллаха Субханаху ва Та'аля. Если будешь уповать на Него, Он даст тебе выход из любой ситуации и поможет тебе. Он достаточен. Даже если весь этот мир соберется против тебя, даже если все люди будут преследовать тебя, Он сможет избавить тебя от них. Поэтому поручи все своему дела, так как Он аль-Вакиль, аль-Кафиль, хороший поручитель, на кого можно положиться. Только необходимо быть правдивым с Аллахом Субханаху ва Та'аля. Не просто признавать Аллаха как поручителя, а знать, что Он, Табарака ва Та'аля, обязательно поможет, и что на Него по-настоящему можно положиться и уповать. Если ты удовлетворишься им как полноценным поручителем, Он непременно поможет и облегчит тебе все твои дела. Почему раб, когда посвящает эти виды поклонения одному Аллаху и избегает многобожия, не ходит на могилы, не ходит к мертвым, не поклоняется им? Потому что он знает, что он, Табарака ва Та'аля, самый совершенный, возвышенный, аль-Мутакаббир, возвышен, аль-Али, аль-А'ля, аль-Мута'али. Все это имена Аллаха. Высочайший, возвышенный, гордый, величественный. Как сказали праведные предшественники, возвышен от того, чтобы чинить несправедливость творения. Возвышен от того, чтобы у него был какой-то порок в действиях. Возвышен, превознесен он от того, чтобы в его качестве были какие-то дефекты, недостачи, недостатки. Возвышен он от всего этого, Субханаху ва Та'аля. От него исходит только благо, только безопасность и только все хорошее. Поэтому он гордый. Что касается раба, то его место рабство, быть покорным, послушным, униженным только одному Аллаху Субханаху ва Та'аля. Делать руку, суджуд ему, падать ниц, лбом и носом своим касаться земли, выражая свою эту униженность, свою ничтожность. Поэтому, Аллаху А'лям, это и есть секрет в том, что когда человек идет на поясной поклон в руку, говорит Аллаху Акбар, Аллах велик. И когда падает на суджуд, говорит Аллаху Акбар, Аллах велик. Признает все это, признает себя как униженного, а его как гордого, возвышенного от всех недостатков. Но почему некоторые мусульмане до сих пор не поклоняются Аллаху, не обращаются к Нему раскаянием? Почему? Почему не выполняют намазы, превознеслись над поклонением Ему, возгордились? Потому что вот эти вот знания слабы в их сердцах. Слабо развиты вот эти знания в их сердцах. Они должны знать Аллаха вот таким вот образом, Субханаху ва Та'аля. Знать, что Он аль-Варис, Табарака ва Та'аля, наследник, который унаследует всю эту землю и всех тех, которые живут на ней, как об этом сообщил в своей книге. Поэтому, допустим, как здесь упомянул автор, делают жертвоприношения. Потому что они, грубо выражаться, плюнули на этот мир. Им все равно. Потому что они знают, что этот мир они рано или поздно покинут, и что он не должен отвлекать их от самого главного, а именно
того, ради чего они были созданы, а именно поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. Что касается этого мира, то каждый день мы провожаем кого-то, встречаем кого-то. Того, которого встретили, знаем, что завтра проводим его в мир иной. А того, кого провожаем, знаем, что он возвратился к Всевышнему, который создал его. Поэтому не должен отвлекаться на мелочи, не должен отвлекаться от Аллаха, наслаждаясь в этом мире. Признаю, что он ад-Даян, который сполна рассчитается с каждым. День расплаты, судный день, мы с вами говорили, близок. Кто будет отчитывать рабов за их дела? Кто будет производить счет в этот день? Кто? Аллах, ад-Даян. В этот страшный день, когда люди придут к нему без одежды, неподстриженными, босиком. Вот так придут люди в судный день. Такими, какими они были созданы. Явится к Аллаху вот таким. Потому что в хадисе богман, не имея ничего, то есть из богатства и имущества, которое имели при жизни, не будет у них в судный день. И когда Всевышний Аллах позовет их в судный день, если кто-то нанес кому-то ущерб, будет расплачиваться в судный день за это. Аллах скажет ему: ну-ка восстанови вот эти права, которые ты нарушил перед моими рабами. Кого-то оскорблял, кого-то бил, у кого-то отнимал имущество. Скажет: ну-ка расплатись с ним в судный день. Он скажет: о Аллах, рядом нету у меня моего имущества, и даже на мне одежды нет. На мне одежды даже нет, сандалий на мне нет. Чем я буду сейчас расплачиваться? Он скажет: расплачиваться своими благими делами, которые у тебя есть. И все дела, которые у него будут, он будет отдавать тем, кому нанес ущерб в его чести, в его имуществе. Будет расплачиваться, вкратце говоря, своими делами. На это указывает имя Аллаха ад-Даян, который будет отчитывать своих рабов. Поэтому благоразумный человек, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это тот, который отчитал себя в этом мире, пока не попал в тот. И глупец, который чает себя надеждами, но не предпринимает ничего для этого дня. Почему верующий поклоняется этими видами поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля? Потому что знает, что он аль-мукаддим валь-муаххир, который выдвигает вперед и отодвигает назад. Среди людей есть те, которые не хотят поклоняться Аллаху таким образом, хотя стоят на одном месте, не хотят продвинуться вперед. А кто-то заботится о своей будущей жизни и стремится к краю, хочет выйти вперед. И знает, что Аллах аль-Мукаддим просит у него, чтобы он внушил ему творить благие дела, дабы выйти вперед, а благочестивые из них соревнуются в благих делах. Почему с раскаянием обращаются к Аллаху, делают жертвоприношения? Почему прибегают к Аллаху за помощью? Почему боятся, страшатся Его? Почему? Потому что рабы Аллаха, мусульмане, знают, что Он, табарака ва тааля, аль-мукаддим, выдвигающий вперед, и все эти дела Он выдвинул вперед, и ты тоже должен их поставить на первый план своей жизни. Понятно? То ты должен поставить их тоже на первый план своей жизни. Так как Аллах выдвинул вперед эти вещи, ты ради этого был создан, так поставь же эти дела, которые перечислил автор, и другие виды поклонения, которые он не перечислил, поставь их тоже на первый план своей жизни. Пусть ничто не препятствует совершению того, что приказал тебе Всевышний Аллах. Некоторых людей от намаза отвлекает просмотр телевизора. А'уду билля. Некоторых людей отвлекает от намаза его работа. Некоторых людей отвлекает намаза его общение с друзьями и так далее. Или от других благих дел. Зачем отвлекаться? Не надо отвлекаться. Ты выдвини вперед то, что выдвинул Аллах Субханаху ва Тааля. И пусть в твоих словах и речах будут произноситься только прекрасные, благие речи, а твои дела будут самыми прекрасными. И пусть твой заработок будет тоже дозволенным прекрасным, потому что Аллах ат-Тайиб, прекрасный, и ничего не примет, кроме прекрасного. Почему обращается к Аллаху Субханаху ва Тааля? Потому что знает, что Он аш-Шафи, когда заболеет особенно. Сегодня увидишь, целый автобус едет в Туркестан на мавзолей. Увидишь, целый автобус и едут в Туркестан на мавзолей. Когда спросишь у них: куда вы едете? У кого какие проблемы? У кого-то сын заболел, кто-то бесплоден, кто-то хочет устроиться на работу и так далее. Собрались, сели в автобус и поехали в Туркестан. В основном туда едут люди, кто действительно хочет излечиться, и когда уже сильно начинает болеть, едет в Туркестан. Такое часто, наверное, слышите, да? Сильно заболел, повезли его куда? В Туркестан. Сильно заболел, его повезли к такому-то баба, к такому-то ата. А вот верующий, который знает Аллаха вот таким образом, он идет в мечеть. Потому что он знает, что Аллах аш-Шафи, табарака ва тааля, единственный, который исцеляет своих рабов и от всех недугов, психических и физических. Аллах лечит все. Телесные повреждения. Аллах лечит, табарака ва тааля, душевные болезни. Аллах лечит твои страсти, низменные желания, влечения твоего сердца. Аллах лечит сомнения, которые попали в твое сердце. Аллах все лечит. Обращайся к Нему, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ишфи анта шафи, ла шифа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакама». О Аллах, излечи меня. Нету никакого лечения, кроме как Твоего лечения. Воистину Ты аш-Шафи. Один человек мне рассказал, что
одна его знакомая поехала на машину в Туркестан с такой просьбой, чтобы излечиться, но по дороге разбилась насмерть. Представьте, человек едет сделать ширк многобожия и по дороге разбился насмерть. Встретил Аллаха. Теперь его в могиле спросят, кто твой Господь. Как вы думаете, что он ответит? Мой Господь Аллах? Его же Господь Ахмад Ясауи. Скажут, как я его Господом? Я его Господом не признавал. Я знал, что Аллах создал меня. Вот, когда ты туда ехал, поклоняться Ему, взывать к Нему, посвящать некоторые виды поклонения Ему, ты превратил Его в Господа. Ты сравнял Его с Творцом, который создал тебя. Ведь заслужит поклонение только Он один, табарака ва тааля. Почему ты это делаешь? Не делай этого. Просим, конечно же, у Аллаха, чтобы мусульмане исправились и больше не делали этого. И чтобы просили только у Всевышнего Аллаха, табарака ва тааля. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал хадж, и один человек упал с верблюда и умер. Тогда люди подбежали и хотели накрыть ему лицо. Посланник Аллаха говорит, знаете, когда люди совершают хадж, одеваются в ихрам, в состоянии храма входит, и два куска ткани обматываются в них. Одну нижнюю часть, вторая сверху, да? В таком состоянии, называется состояние храма, совершает хадж. Один человек упал с верблюда и умер. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда люди подбежали, хотели накрыть ему лицо, сказал, не делайте этого. Не накрывайте ему лицо. Потому что он до сих пор в состоянии храма находится. Воистину, он даже воскреснет в судный день в состоянии вот и храма, в состоянии униженности перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Он, говорит, воскреснет в судный день, произнося тальбию. Лаббайк Аллахума лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк. Инналь хамда ва ни'мата лака валь мульк, ла шарика лак. Слова чистого единобожия, которые произносят паломники. Вот я перед тобой, Аллах, вот я перед тобой. Не предаю тебе сотоварищей, признаю то, что исключительная власть и хвала принадлежат только тебе, нет тебе сотоварищей, вот я перед тобой, Аллах, вот я перед тобой. Будь произносить эти слова, когда воскреснет судный день и придет к Аллаху табарака ва тааля. Не закрывайте, говорит, ему лицо. Аллаху акбар. Какая прекрасная смерть. Человек выехал в хадж попросить у Аллаха, хотел постоять на Арафате, зная, что Аллах табарака ва тааля спускается к своим рабам, как подобает его величию, которое мы не сможем представить с вами. Зная то, что сейчас Аллах говорит, где те, которые пришли просить у меня, чтобы я дал им, а не то, что некоторые ходят на мавзолей или на могилы. Нет, мусульмане где сидят, мы с вами говорили? Мусульмане сидят в мечети. Мусульмане сидят в мечетях, поднимают свои руки вверх и просят у Аллаха настойчиво, к Нему возносят все свои просьбы. Потому что знают, что Аллах аль-Хайи, ас-Ситтир, стыдливый. Это качество Аллаха, Он стыдливый. Как стыдится Он? Стыдится своего раба, когда тот поднимает к Нему свои руки, чтобы возвратить их ни с чем, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе. Что Аллах стыдливый, стыдится своего раба, когда тот поднимает к Нему свои руки, чтобы возвратить их ни с чем. Они знают Аллаха, вот таким вызывают только к Нему одному. Дорогие братья, про качество Аллаха можно говорить много. Его описание – это бесконечный разговор. Просто цель сегодняшнего урока была объяснить, почему или связь этих видов поклонения с чем? С тем, как рабы познают или знают Аллаха. Валлахи, братья, клянусь Аллахом, никогда человек, который познает Аллаха, Его прекрасные имена, Его качества, Его атрибуты, не станет посвящать вот эти поклонения Аллаху. Не станет этого делать никогда. Цель урока у нас была вот такая. Разговор об Аллахе Субханаху ва Тааля, он самый приятный, он самый любимый. И это действительно сад, в котором пребывают верующие и в котором хотят пребывать. И это единственное счастье, которое они видят в этом мире, когда разговаривают об Аллахе, о Его описании, о Его атрибутах, о Его качествах. И кто-то, для кого-то, для простых, особенно мусульман, может стать тяжелым узнать все имена и качества Аллаха табарака ва тааля. Поэтому мы сейчас хотим завершить с вами урок 3 именами Аллаха, которые включают в себя все вот эти имена, которыми Он обладает. Ученые сказали, что у Аллаха есть 3 имени, к которым возвращаются все Его остальные имена. И эти 3 имя, их легко запомнить. Это Аллах, Ар-Раб и Ар-Рахман. Аллах, потом Ар-Раб, Господь, о котором мы с вами говорили, и Ар-Рахман, милосердный. Эти 3 имени охватывают в себя все остальные другие имена Аллаха табарака ва тааля. И хвала Аллаху, который упомянул эти имена в суре, которые заучивают все мусульмане. Кто бы ни был, любой мусульманин. Если мусульманин, заучил суру Аль-Фатиха. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Хвала Аллаху, Господу миров. Сколько имен? Уже 2. Аллах и Господь миров. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивый, милосердный. Малики яумиддин, владыка судного дня. Поэтому, так как суру Фатиха все знают, и чтобы знать основные имена Аллаха, которые необходимо знать, должен вдуматься, когда читает суру Аль-Фатиха, в смысл этих 3 имен. Аллах, Ар-Раб и Ар-Рахман. Эти, еще раз повторяюсь, 3 имени, которые являются основами
три основные качества, к которым возвращаются все остальные другие качества Аллаха Табарака ва Тааля. И ни у кого нет оправдания. И никто не сможет сказать, что я не знаю эти три имени, потому что они упомянуты в суре Аль-Фатиха, и он читает их каждый день. Хвала Аллаху, который облегчил для своих рабов познание свое. Хвала Аллаху, который облегчил для своих рабов познание Его. И если не полностью все Его имена и атрибуты, то хотя бы основные, к которым возвращаются все Его имена и атрибуты. Он Табарака ва Тааля Аллах, то есть того, кого обожествляют. Из этих трех имен Аллах это основное имя, потому что оно указывает на божественность. Аллах, а слово илях, иляхия, обожествление. То есть кого следует обожествлять и кому следует прибегать со всеми видами поклонения. Аллах – это имя, которое требует от тебя преданность, полную преданность. Ты должен быть предан Аллаху всегда, везде и во всем. Ты только Его обожествляешь с любовью и возвеличиванием, покорностью и смирением. На это смысл указывает имя Аллах и включает в себя все остальные сифаты, указывающие на Его величие и на Его высочайшее положение над мирами. Все вот эти сифаты возвращаются к этому имени. Что касается имени Ар-Рабб, Господь, то туда возвращаются какие качества? Качества сотворения, создания, управления, принесения вреда, пользы, одарения, потом, наоборот, удерживания, лишения кого-то чего-либо, властвования, распоряжения и так далее. Все эти качества возвращаются к имени Ар-Рабб, Господь. А Ар-Рахман, милосердный, туда возвращаются все его качества, которые проявляются в его щедрости, в его снисходительности, доброте, любви и так далее. Вкратце, все имена возвращаются к этим трем именам, которые должен, хотя бы минимум должен знать верующий эти имена. Но несмотря на это, мы все равно побуждаем верующих мусульман, чтобы изучали все имена Аллаха и все его качества по-любому. Почему? Потому что в этом баракат. И каждое имя Аллаха по отдельности несет в себе баракат, благословение. Каждое имя Аллаха благословенно. Почему? Потому что Аллах в Коране сказал: «Табарака сму раббика зил джаляли валь икрам». Благословенны все имена твоего Господа, обладателя величия и почета. Аят Коран. Благословенны все имена твоего Господа. Каждое имя, если возьмешь, оно благословенно. Возьми для себя такой настрой, жить каждый день с каким-то именем Аллаха Табарака ва Тааля, познавая его качества, все новые и новые для тебя, и как это должно воздействовать на твое сердце, на твое духовное состояние. Ибо каждое имя Аллаха благословенно. Аллах благословит твою жизнь, и у тебя будет все хорошо, как в этом мире, так и в последнем, когда попадешь ты в могилу. Все имена Аллаха Табарака ва Тааля благословенны. Поэтому призываем, чтобы не оставлял верующий изучение и познание имен и качеств Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. И, как еще раз повторюсь, минимум основные три имя Аллаха, которые являются основами. Аллах, потом Господь и милосердный, Ар-Рахман. И из этих трех имен самое основное, к которому возвращаются все, абсолютно все имена, это какое имя? Аллах. Потому что мы говорим: Аллах милосердный, великий, щедрый и так далее. Мы же не говорим: щедрый – это Аллах, милосердный, да? Нет, говорим Аллах, а потом перечисляем его имена. Поэтому сказали ученые, это то великое имя, про которое сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, через которое будешь взывать, обязательно Аллах ответит. Аль-Исмуль А'лам, самое великое имя Аллаха. Аллах. Понятно? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе проходил мимо одного человека, который взывал к Аллаху и говорил: Аллахумма, инни ас'алюка би аннака Аллаху аль-ахаду самад, аллази лам ялид ва лам юлад, ва лам якуль лаху куфуан ахад, ан тагфирали. Проходил мимо одного человека, тот взывал к Аллаху и говорил: о Аллах, я взываю тебе, так как ты Аллах, единственный, самодостаточный Господь, который не родил и не был рожден, и кому не был равен никто. Я прошу у тебя, так как ты обладаешь такими качествами, прошу у тебя, чтобы ты простил меня. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал эти его слова, сказал: этот человек сейчас попросил Аллаха его самым великим именем, через которое, если попросишь у него что-либо, обязательно дарует. Сказали ученые, это имя Аллах. Самое великое, самое основное имя. Не забывайте это, братья. Как сказали ученые, имя Аллах самое основное, а все остальные имена – это подробное объяснение этого имени. Подробное объяснение этого имени, подробное разъяснение этого имени. Аллах, мы сказали, указывает на что, братья? На иляхия, то есть на божественность Аллаха, что его нужно одного обожествлять. Понятно? Почему все творения должны обожествлять Аллаха? Почему?
Потому что Он, табарака ва тааля, единственный, который сотворил, и потому что Он, субханаху ва тааля, совершенный. В своих именах и своих атрибутах, качествах совершенный, выше которого нету и подобного которого нету, никто не похож на Него. Вот поэтому Ему нужно поклоняться. Вот эти два условия. Первое мы называем как рубубия, второе называем как алясма ва сифат. Это как бы довод на Его улюхию, на Его божественность. Поэтому сказали, это два условия поклоняемому объекту. Ты идешь сейчас на могилу просить, ты сейчас идешь поклоняться могиле, или тому, который лежит в этой могиле. Тому, кому ты поклоняешься, или ты поклоняешься дереву, статуэтке и так далее. Кто бы ни был, ты поклоняешься ему. Он творец? Нет, не творец. Он совершенный в своих качествах и атрибутах? Они даже самим себе даже не могут помочь. Вообще не совершенно никак. Уляика аллазина яд'уна ябтагуна иля раббихимул василата айюхум акраб ва ярджуна рахматаху ва яхафуна адаба. Аллах в Коране говорит: тем, кому вы взываете по имя Аллаху, или тем, кому вы поклоняетесь по имя Аллаху, они сами ищут приближение к ихнему Господу, они сами ищут приближение к своему Господу и соревнуются, кто из них ближе, надеются на Его милость и боятся Его наказания. Они сами нуждаются. Они в недостатке, это смешные истории про этих ложных божеств услышишь. Кто-то поклоняется статуэтке и охраняет эту статуэтку, чтобы никто ее не своровал. Кто-то поклоняется какому-то идолу, прилетает птица и делает свое дело на ней. Смешные истории слышишь. Слепленное божество во время голода съедается. Поэтому никто не заслуживает поклонения, кроме того, который создал, и кроме того, который обладает совершенными качествами. И теперь говорим смело, это кто только? Это только Аллах. Это только единственный Аллах, табарака ва тааля. Его нужно обожествлять единого, и это должны знать все мусульмане. Если ты хочешь в могиле ответить на вопрос, кто твой Господь, ты уже знать это. Если не будешь этого знать, то извини. Не сможешь ответить в могиле, а дальше ждет невыносимое мучение, и вообще тяжело об этом говорить, и больно. Хотя бы минимум должен знать мусульманин вот это. И на этом закончим наш урок и первую основу. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.